Здравствуйте и с Новым годом! В эфире «Вечерняя смена», телешоу, где мы с гостями студии обсуждаем актуальные темы и надеемся быть вам полезными. Длинные новогодние праздники позади, надеюсь, вы провели их хорошо и зарядились энергией до самого мая, понимаете, о чем я? А если вдруг вам обидно за бесцельно прожитый отрезок времени, пока другие катались на лыжах или загорали на берегу Индийского океана, то предлагаю послушать реальные истории наших горожан о том, как они провели праздники. Возможно, это заставит вас иначе взглянуть на проблему или подскажет пару интересных идей для воплощения в следующий раз. Очень хорошо, весело было, все хорошо было. Как и каждый год, все хорошо. Дома, конечно, с семьей. В кругу семьи, с внуками. Все было хорошо. Настроение новогоднее, конечно, все нормально. Дети, самое главное, дети довольны. Работал. Мне не повезло, как остальным. Запомнилась, конечно, реакция ребенка, потому что для нее это вот такой первый осознанный Новый год, ее все приводит в восторг, там Дед Мороз, подарки, елочки, вот эмоции ребенка, они добавляют еще больше впечатлений, погружаешься сам в детство, вот этот такой восторг. Дома поели спать. Отмечали дома с семьей. Хорошо отметили, очень хорошо. Я думаю, Новый год 20-й удастся. Ну, праздничная неделя отгремела, но сегодня тоже есть повод накрыть стол помимо Старого Нового года. Во всяком случае, работники печатного слова отмечают двойной праздник, День российской печати к тому же. А отмечают все те, кто снабжает нас с вами свежей прессой каждый день. И потому вполне логично, что мы пригласили главного редактора газеты «Северная Осетия» Марину Битарову и корреспондента той же газеты Мадину Макоеву, чтобы поздравить вас с двойным праздником. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте пока по профессиональному вашему пойдем пути. Он, наверное, и, скорее всего, был тернист у каждой из вас, но привел вас в редакцию газеты «Слово». Да? Марина, вот вы помните ваш первый день в этой редакции? И в качестве кого? В газете, в газете «Северная Вы Осетия». понимаете, что я не до конца еще отгуляла новогодние праздники? Это все понятно, да, то же самое. Да. Вы знаете, я начала работать, очень часто мне задают этот вопрос, но почему-то вопрос всегда связывается с газетой «Рашсенат». И при этом не упоминают газету «Фидиевок» пригородного района. На самом деле эти две газеты, три газеты, они разные. Районная газета «Фидиевок». На страницах этой газеты судьбы людей, жизнь района. Газета «Рашсенат» – это хранитель языка осетинского, традиций, культуры. А газета «Северная Осетия» – это ежедневная газета. Практически каждый номер этой газеты верстается с колес. И все эти газеты стали для меня чем-то родным. В этих газетах, и в «Фидиевоге», и в «Рашсенаде» я, как главный редактор, научилась быть первым объективным критиком, быть советчиком, задавать направления журналистам. И самое главное – уважать творчество журналиста и при этом, чтобы последнее слово было за редактором. Мадина, вот вы можете оценить, насколько удается это вашему руководителю, вот как раз такой симбиоз удался? Да, я думаю, что да, у нас такой тандем, если можно сказать, да, между главным редактором и творческим коллективом. У нас свобода слова, да, насколько это возможно. То есть редактор нас никогда не ограничивает в каких-то наших порывах творческих. Но главным критерием всегда остается объективность. Но сложно поверить, что нет никаких ограничений. Ну, знаете, Дзейра, я всегда говорю так. Для меня самое главное, чтобы в информации была достоверная информация, подтвержденная фактами, разные мнения, комментарии соответствующих ведомств и министерств, и пусть уже журналист обозначит свою позицию. Вот это для меня и сильная журналистика, это для меня и критика, и хороший материал.
Мгм. Ну вот вы считаете, у всех ваших сотрудников есть свой какой-то авторский почерк, они отличаются? Конечно, Вы конечно. можете вот прочитать материал и сказать, кто его написал? Конечно. Вы знаете, вообще у нас коллектив замечательный. Я всегда говорю так, это надо просто прийти в редакцию, один день провести с нами, кстати, я приглашаю тебя, Дзера, Спасибо. провести один день с нами в редакции, и только тогда человек поймет, насколько мы, вот коллектив наш растворяется в каждом номере газеты. Практически каждый номер у нас верстается с колес. Я же говорю, я повторяюсь. И с какой любовью, с каким старанием верстается каждый номер. И так может работать и отдаваться работе любимой только люди, которые преданы своей работе. И это мои сотрудники, творческий коллектив газеты «Северная Осетия». Хорошо, тогда это вопрос к Мадине, раз уж она олицетворяет весь коллектив. Мадина, а вот что самое сложное было для вас, когда вы пришли в газету? И в профессии, и в личном плане? Ну, это ежедневность. То есть здесь очень многие мои коллеги отказываются, допустим, работать в нашей газете только потому, что это постоянный ритм, то есть ты никогда не можешь расслабиться. Учитывая там мой какой-то предыдущий опыт, то есть я пришла не с нуля в газету, но было сложно именно войти, то есть ты каждый день должен находить темы, должен находить источники информации. На самом деле это непросто. А с коллективом удалось установить взаимопонимание вот вам? Я думаю, что да. С 8 первых лет дней? Уже. То есть всегда кажется, да, что вот эти СМИ, ну, зрителю, читателю, всегда кажется, что СМИ — это такая кухня, там все не так просто, и какие-то козни, какие-то интриги плетутся. Я вам больше скажу. Я всегда говорю так. Коллектив без старшего поколения, младшее поколение, молодежь, которые вносят свежую струю. Без этого симбиоза не будет развиваться динамично газета. Я очень часто говорю так. Без нашей Валентины Васильевны Зыгиной в принципе невозможно представить газету. И наша молодежь, вот Мадина Макоева, яркий представитель молодежи. Есть у нас замечательные девочки. Это Бедоева Залина, это Губурова Зарина, это Наташа Гацоева. Это творческий коллектив. Но есть у нас еще, я их называю, бойцы невидимого фронта. Это наш компьютерный отдел. Ведь написать хороший материал – это одно, но подачу, верстка – это, конечно же, имеет огромное значение. И вы понимаете, вот этот симбиоз, старшее поколение – молодежь, вот это и является основой успеха нашего коллектива. А как вы решаете конфликтные ситуации? Ведь в у любом нас случае... Неужели не что, бывает? Дзера, а что у вас на нацтелевидении бывают конфликтные ситуации? Нет, конечно. А что значит конфликтные ситуации? А у нас есть время до конфликтов? Если я же говорю, я подчеркиваю, вот. и Мадина сказала, что у нас практически номер верстается с колес. Я же говорю, нет, все-таки, Дзера, надо вас пригласить к нам То в есть редакцию, мы можем... чтобы вы видели, в каком ритме мы работаем ежедневно. То есть мы можем вывести такую взаимосвязь, зависимость, да, если есть много работы, нет конфликтов в коллективе. Соответственно, если есть конфликты в коллективе, значит, у вас мало работы. Все правильно? А у вас, интересно, Дзера, а у вас бывают конфликты на нацтелевидении? Ну, у меня, например... И мы же имеем право вам задавать вопросы? Конечно, конечно. Мы же Тут же журналисты. тоже журналисты. У меня, например, конфликты были на каких-то, может быть, моих предыдущих местах работы, никак не связанных с журналистикой. И эти конфликты я старалась, конечно, сглаживать, конечно, по возможности обходить стороной, но, к сожалению, вот не всегда это получается. Ну вот видите как, сфера журналистики. Мне кажется, это потому, что у нас не было общности интересов. Здесь у нас есть общность интересов, поэтому, наверное, и конфликтов мы избежали. Ну, действительно, нам некогда до конфликтов, у нас есть работа. Я же говорю, вот... Практически каждый номер газеты, повторяюсь, верстается у нас с колес. Это надо бывает увидеть после 4, что у нас в редакции творится. А что у вас творится после 4 Как верстается газета, материалы, как мы правим тексты, потом вот эта верстка. Я же говорю, приглашаю. Во сколько вы приходите домой?
Ой, я вас перебила. Ничего. Говорите. Нет, я Мадиночка, просто во сколько? хотела добавить именно о коллективе, что он у нас очень теплый. Он может быть не такой маленький, как в каких-то там других редакциях. У нас около 40 человек, да, может, не такой большой, как на телевидении, но он очень теплый. И вот эта поддержка, она чувствуется как в работе, так и в личной, да, каких-то в личных вопросах. И на самом деле это помогает. Когда ты знаешь, что ты можешь положиться, что ты можешь попросить кого-то из коллег там, тебя подстраховать, подменить. И не будь этого, мне кажется, что и работа бы не проходила в таком, то есть вот в нашем режиме, не будь вот такого коллектива, На всех уровнях, да, да, было бы ваши очень связи. сложно работать. Мгм. Да, соглашусь. Так все-таки, во сколько вы приходите домой? Поздно. Например? Зера, поздно. Сегодня во Бывает- сколько планируете попасть? Сегодня после эфира. Сегодня Ага. мы уже закончили. Видите, мы вас еще и освободили. Да, Но вы вот. знаете, если мы приходим домой даже вовремя в 6, это не значит, что работа заканчивается. Ты постоянно на звонке, там, с пресс-службами, там, с своими коллегами, что-то где-то услышал, ты сразу это обсуждаешь и уже даже планируешь, так, надо будет тогда завтра в номер отписывать или подождать какую-то более там широкий, сделать материал со всех сторон, оплатить, так что работа не То есть заканчивается. вы не можете просто взять и отключить телефон, чтобы просто отдохнуть, чтобы прекратился этот шум, какой-то фон постоянно? Нет? Невозможно, невозможно. Тем А более, отпуск? Существует для вас а отпуск? на сегодняшний день отпуск то же самое, в таком же ритме. Наверное, так же, как и у вас, Зера. Ну, да, вот что касается лично меня, раз уж вы меня тоже интервьюируете, Конечно. то я пробовала. Ну, хотя бы отключать уведомления чата. Нет, все равно захожу в конце дня и просматриваю, а вдруг что упустила. Ну, да, это время, веяние времени. Мы сами Журналисты выбрали- не могут выпадать из Мы сами информационного выбрали эту поля. работу, да. Хорошо, давайте поговорим о публикациях в вашей газете. Вот как происходит отбор? Да? Вот это мы опубликуем, вот это нам интересно, это нужно, а это нет. Вот что отсеивается и какие требования А у что вас? значит отсеивается? Мы каждое утро, у нас день начинается с планерки, мы планируем газету, то есть мы задаем направление журналистам. Практически, вы понимаете, вы открываете газету «Северная Осетия», и вот она, вся жизнь республики. Мы охватываем все вопросы, все мероприятия, которые происходят, которые проводятся в республике. Ну хорошо, вот что никогда не появится на страницах вашей газеты? Вот у вас есть четкое такое вот... Нет, вот тут табу. Ложь и недостоверная информация. Принято. А вот если мы говорим о тираже, вас устраивает? Сейчас сколько тираж у Северной Тираж у Осетии? нас сейчас еще не окончательный, но около 13 тысяч у нас сейчас тираж, и он еще не окончательный. Вы знаете, Дзера, тираж – это наше, наверное, больное место не потому, что, как любят иногда говорить, делайте интересный контент, и газету будут выписывать. Нет, это, знаете, вот эта реплика порой, и это говорят именно те люди, которые вообще, в принципе, газету не читают, да. И они вот этой репликой, конечно же, перечеркивают коллективный труд, то, о чем мы сейчас вот рассказывали. Вот. А тираж, это зависит, знаете, от чего? Это ценовая политика Почты России. Об этом мы говорили в этой же студии. Но сегодня, поскольку праздник, давайте не будем говорить о проблемах. Да, я не буду за больные места трогать. Давайте тогда, пускай Мадина держит ответ. Вот профессия корреспондента. Вот многие дети сейчас, подростки, смотрят, и многие хотят себя попробовать в этой работе. Некоторые даже приходят к нам и спрашивают, интересуются, хотят попробовать что-то снять. Вот какие советы можно дать этим детям? Да, стоит заниматься этим, не стоит, кому стоит этим заниматься? Да, как в себе диагностировать того самого корреспондента, который будет успешен и служить на благо общества, как говорят? Ну, я, наверное, не совсем вправе давать такие советы, потому что я все равно считаю себя еще молодым и не очень опытным журналистом. Но все равно, исходя из своего личного опыта. Это всегда должен быть интерес к профессии. Здесь очень, возможностей
для развития очень много, но также очень много поводов для творческого выгорания, да, то есть тебе всегда нужно вдохновение. Как бы ты там ни крутился, в какой бы там сфере, на радио, на телевидении, в газете не работал, постоянная работа с информацией, она все равно требует вдохновения, чтобы почувствовать ту информацию, которая будет интересна твоему зрителю, читателю, твоей аудитории. И если вот человек не видит в себе силы постоянно работать в таком ритме, то, наверное, это не совсем его профессия. Потому что даже если мы не говорим о нашей газете, взять любое направление СМИ – это ежедневный труд. Интернет, СМИ, телевидение, радио – это ежедневная работа с информацией. И ты просто не имеешь права перестать быть интересным. И вот если нет в себе вот желания постоянно развиваться, самосовершенствоваться, то что-то, наверное, офисное надо выбирать. Типа планктона. Мадина, а вот как можно увязать друг с другом и профессиональную деятельность, и какую-то личную жизнь, да? Вот можно ли в профессии журналиста это как-то состыковать, чтобы не страдало ни одно, ни другое? Но я думаю, что есть здесь... такой рецепт? Но мне кажется, что это в любой работе, да, понятно, что творческое отнимает очень много сил, времени, но при этом ты даешь своим там домочадцам, друзьям какую-то совсем другую энергетику. Ты постоянно им рассказываешь какие-то интересные вещи. Ты постоянно сама, находясь внутри каких-то событий, потом их посвящаешь в это. То есть, и они тоже вместе с тобой постоянно там удивляются каким-то вещам, учатся. И я думаю, что когда в семье творческий человек, конечно, нужно проявлять терпение, но я думаю, что в ответ ты получаешь какой-то, вот я же говорю, такой приток эмоций. Можно увязать. Да. Хорошо. Если мы говорим о Северной Осетии, да, давайте вот обнадежим читателей, подписчиков. Что-то планируете, что-то вводить, новшества какие-то, изменения? Тоже часто повторяется этот вопрос. Конечно, потому что это все время часто обновляется информация. Вопрос, даже меня спрашивают, вы сохраните, вы что поменяете в газете и У так нас, далее. знаете, как переживают? У нас все И так консерваторы далее. в республике. А я, знаете, как всегда говорю? Я всегда говорю так. Надо сохранить хорошие, сложившиеся уже добрые традиции. И вы знаете, тем более у газеты «Северная Осетия» столетняя история. И у газеты были разные периоды. Успехи, может быть, какие-то неудачи. Но самое главное, на протяжении всего этого времени газета была любимой у своей читающей аудитории. Тем более в разные годы газету «Северная Осетия» возглавляли опытные руководители. Вы себе представляете, в 90-е смутные годы газету возглавляла Ольга Вышлова. И она не только смогла сохранить, но она сделала по тем временам эту газету. Потом Торин Александр, потом Алан Касаев. А нам сегодня надо искать и искать новые пути доверительных отношений с нашими читателями. А это новые рубрики, проекты. Какие, насколько нам это удается, мы об этом нам говорить с Мадиной, это, наверное, не очень корректно. Пусть об этом скажут уже наши читатели. А новые планы наши, мы пока, да, у нас есть планы, у нас есть какие-то задумки, но пока мы их не будем озвучивать. Потому что творческие люди самые суеверные. Ну, вы лучше всех, наверное, знаете, не наверное, а точно знаете, чего не хватает, да, вот редакции, коллективу, производству, да. Давайте вы про себя загадайте, чтобы вот все задуманное сбылось. Можете сейчас обратиться к своим коллегам и пожелать им тоже что-нибудь, знаете, жизнеутверждающее такое. Да? Сегодня у нас утро начиналось, конечно, на планерке мы друг другу пожелали, нам всем, и моим коллегам, и всех причастным к печатным СМИ, хороших инфоповодов. Хороший инфоповод – это значит, в республике все будет хорошо. А если все будет в республике хорошо, то все будет отлично.
Да, я тут с вами полностью солидарна. Более того, это, по-моему, слова из моего прощания как раз были. Спасибо вам большое за беседу. Я вам пожелаю дальше банально жечь глаголом. Вас еще раз с профессиональным праздником и желаю вам сегодня Старый Новый год проводить, отметить Спасибо большое. в кругу семьи, близких и мира вашим домам. Спасибо большое. Взаимно. В Тарском на базе первой школы открылась мастерская по изготовлению древних национальных музыкальных инструментов. Это стало возможно благодаря, в том числе, Заурбеку Демееву, физику-математику, который посвятил себя возрождению забытых музыкальных традиций. Сегодня Заурбек поделится с нами своей радостью, как раз-таки открытия и планами на будущее. Здравствуйте, Заурбек, и со Старым Новым годом, с прошедшими праздниками. Добрый вечер. Как отмечали? Всех с наступающим. Спасибо. Нормально, хорошо. Без подробностей? Может быть, как-то необычно? Отметил спокойно в семье. Потом, Домашний праздник принято отмечать? Да, в семье отметил, в селе, дома. Угу. Хорошо, а село какое? Тарское. То есть вы у себя дома открыли студию, так я Да, понимаю? в селе открыл мастерскую музыкальных инструментов. В этом не только моя заслуга, я вот вообще... Ну давайте всех героев назовем. Свой разговор хочу начать со слов благодарности. Так. Царство Небесное, Суслану Мавраову, сильный и мощный фундамент в этой мастерской заложил он. Я, можно сказать, одна из его ветвей. Потом, с течением времени, его не стало, и я перенес эту мастерскую в село, в школу. Благодаря нашему директору Теховой Дунесе и благодаря Министерству образования пригородного района я без проблем открыл ее в селе. То есть с воодушевлением все восприняли? Да, всем очень понравилось. Я даже в выходные все время был в школе, дети мне сами звонили. Я приходил, и мы занимались. То есть делали получается, инструменты что... Ага. и обучались игре на этих инструментах. Ну, давайте начнем с вас. Вернее, мы уже начали, продолжим. История про физико-математическое образование. Это правда? Да, физико-математическое образование. Ну так, между делом получили, да? Если начать сначала, то я начал обучаться у Суслана. Ну, я смотрел, как он это все делает, инструменты. Сперва я их не делал, я просто наблюдал. Почему вы пошли на физико-математическое отделение, факультет? Ну, мне нравится математика, физика. То есть вам и музыка, и математика нравится? А что есть общего между двумя этими дисциплинами? Если взять сегодняшний день, то для того, чтобы изготовить хороший инструмент, там нужна и физика, и химия, и математика. Надо знать эти науки. То есть, получается, это всего лишь такая база для вас, да, чтобы заниматься тем, что вы действительно любите, музыкой? Да, это знаете как. Ты знаешь, узнал основу, и сам уже что-то вносишь в это, чтобы улучшить, чтобы стало красивее, чтобы стало звучнее. Основу мне дал Суслан, основу мне дал Бигаев Таймураз. Игре меня начали учить Бересты Таймураз, Ходов Олег. Спасибо всем им большое. А давайте вспомним, вот этот студент Заурбек физико-математического, да, когда впервые столкнулся Физико-технический факультет. Физико-технический Университета, факультет. да, нашего Хорошо. университета. Я-то далека просто от этих точных наук, поэтому, видите, с названием так все непросто. Вот когда вы, как студент, поняли, что вам близко вот это музыкальное направление, вы хотите этим заниматься, в какой-то момент произошло, что щелкнуло? Знаете как, если ты любишь свой народ, свою культуру, свои законы, по которым живет и жил твой народ, то тебе обязательно это должно понравиться и завлечь. А что вы увидели? Это же был первый раз, какой-то когда эпизод. я пришел в мастерскую, меня Суслан пригласил, и мне все очень понравилось. Я первый раз тогда увидел
астинские народные инструменты вживую. А что это было? Какие инструменты? Дала фандер, кисен фандер, дуада стану фандер. И мне они очень понравились. То есть У чисто меня внешне? возникло желание не только начать их делать, но и обучиться на них. Вам понравилось это чисто внешне? Не только внешне, если бы даже они были некрасивые, они бы мне все равно понравились, потому что это наше. То есть вы прям какую-то связь такую почувствовали с можно и этим? так сказать. Связь времен. Мне все наше народное нравится. Пусть даже это будет плохим, все равно это наше. Ну ничего себе. Хорошо, нет, давайте плохое ставим в Ну, прошлом, не возьмем так только плохим, хорошее. а так. Смотрите, по Неважно, красивое это или немножко некрасивое, все равно для меня это красивое. вот понятное дело, что у вас случилась любовь с первого взгляда, да, с этими Да, инструментами. мне они сильно понравились. А вот как вы думаете, с теми детьми, которые будут заниматься или занимаются у вас в мастерской, в студии, у них может произойти такая же, вот, знаете, искра? Или вы сами пытаетесь у них возбудить вот этот интерес? У них возникла уже искра, и этому я очень рад. В первую очередь я хочу им объяснить, что это не только музыкальные инструменты, это не только просто музыка. Я хочу им объяснить, что это было, если уйти в прошлое на 200, на 300 лет, еще раньше, это была одна из самых эффективных школ воспитания. То есть сказителя боготворяли, вокруг него собирались, слушали его песни, его сказания, его мелодию инструментов слушали. Им это все нравилось. Если взять тех, кто слушал, подрастающее поколение, они хотели быть похожими на героев сказаний, на Суслана, на Батраза. Они хотели быть похожими на героев астинских героических песен. Если взять астинскую героическую песню, где можно взять столько героизма, отваги, мужества, как не с этой песни, где может человек успокоиться, да, что ему может придать больше силы, чем астинская мелодия. Ну и так далее. Там, если порассуждать, то... А вы себя видите в такой роли сказителя? Вы пробовали вообще вот переложить на музыку те же сказания, исполнить самому это? Да, я пробую. И как? Ну, время покажет. А где можно послушать вообще вот в вашем исполнении это? Ну, я не записывал их. Приходить к вам в мастерскую, просить? Мы вас приглашаем, приходите, пожалуйста. Спасибо, меня уже сегодня пригласили вот в первом блоке, так что мне, наверное, в ближайшие выходные расписаны. Мне все же интересно, какие вам лично инструменты наиболее близки. И, кстати, ваши ученики, да, вот Да. с чего вы начинаете? Да, давайте про инструменты сперва. Что вам больше всего нравится? Вот что чаще всего берете в руки? Если честно, они мне все нравятся. Ну, все Вы они как мне про нравятся. детей говорите, да? Как я могу выбрать? Все мои родные. Все они родные, да, всем мне нравятся все инструменты. Хорошо, Я не могу одного из них выделить, другие обидятся. хорошо. А дети что предпочитают больше? Детям тоже, кому Хисен Фандер больше нравится, кому Дала Фандер, кому Дуада Стану Фандер. Им очень все нравится. Если честно, я даже был удивлен. И они каждое утро мне набирают, спрашивают, когда я приду. Вот в выходные они ни разу не отдохнули, ни один день. Они все время были у меня до вечера. Ага. Ну а сколько человек у вас в студии сейчас занимается и какого возраста это дети? Или есть и взрослые у вас в студии? Или могут прийти? Взрослые тоже приходят. Ну, разного возраста, школьный возраст и взрослые тоже приходят. Сейчас еще мой друг часто приходит. Вообще как набор происходит? То есть любой Любые желающий желающие приходят и делают себе инструменты. Если взять другой вариант, да, работы. Человек делает и
дарит или продает. Ну, там есть сложности. Не для меня, а для людей. Может прийти ребенок, да, у которого иногда родители безработные или работают на 10, на 15 тысяч. Да. И как ему приобрести этот инструмент? Никак. Из-за этого я решил вот на такой вариант работы перейти, чтобы все научились. Самому мне хочется, чтобы все научились, потому что одно дело один делает, один человек играет, или несколько человек играют на них, или делают 100, 200, 300 человек, тогда и музыка обогащается, они тоже свое что-то добавляют, и в инструменты что-то свое добавляют. Это лучше, эффективнее. Но самое главное, чтобы, я им всегда объясняю, они научатся играть и делать эти инструменты, но они должны понимать, для чего они нужны были. Не просто так, вот иногда бывает, я смотрю в интернет или так тоже наблюдаю, вот выпивают и поют или играют. Надо петь трезвым, играть на них трезвым. Не надо давать плохой пример младшему поколению. Золотые Самое слова. главное, чтобы из них получились хорошие люди. Это самое главное из детей, которые ко мне приходят. Чтобы они были полезны для нашего народа, для нашей страны. Вас слушать и слушать. Вы вроде не играете и не поете, а заслушаешься. А вот что вообще, как занятие происходит, мне интересно. Вот приходит ребенок, и как вы с ним занимаетесь? Ну, занятия проходят, я даже не успеваю. То есть это же не какой-то обычный класс, да? Это же не вопрос-ответ, да? Это какое-то взаимодействие. Приходят, да. В выходные дни им можно и утром приходить. А так после уроков, чтобы все было как полагается. Ага. То есть у вас еще и такие требования, да? Да, после уроков они должны еще учиться хорошо. Я им тоже это говорю. Главное, чтобы они тоже учились. То есть двоечников вам в студии не нужно? Ну, что поделать, всех я не могу никому сказать, чтобы ты не нужен. Все нужны. Кто знает, завтра он каким станет. Может, сегодня не получается учиться, но надо говорить с ним, чтобы он старался. Вы философ. Ну, обратитесь тогда к своим ученикам или к своим потенциальным ученикам, пригласите к себе в студию и можете поздравить. Все-таки какой-никакой праздник сегодня. Ну, всех поздравляю с наступающим Старым Новым годом. Дай Бог, чтобы все в 2020 году все было в 100 раз лучше, чем в прошлом году. Спасибо вам Всем большое. удачи. И вам тоже всего самого доброго, потому что вы сами делаете доброе дело, и, скорее всего, по себе внутри очень добрый, хороший, светлый человек. Спасибо. А моя вечерняя смена подошла к концу. Помните, я говорила, что вечер будет интересным. Ну так вот, пусть на вашем столе всегда будет свежая пресса с хорошими новостями, а музыка, которую вы слушаете, согревает душу. Всего доброго.